Пригород Якутска Марха, река Марха в Нюрбинском Улусе, село Марха в Алюкминском районе. Что означает это слово? Сегодня поговорим об этом. Термин «марха». В поисках обозначения этого слова я изучил очень много научной литературы, в том числе словарей, эвенкийских словарей, якутский словарь тоже посмотрел и так далее, и другие источники. Ну, конечно, посмотрел источник топонимиста Магдырны Шульбе и нашел следующее, что это слово происходит от слова «мар», эвенкийского «мар», что означает кустарник. Известный исследователь якутской материальной и духовной культуры Худяков, который жил в Верхоянске, написал в своей работе, что местные жители топят мархой, то есть кустарником, свои юрты. Кроме того, есть слово «мар» по-якутски. Оно отличается от эвенкийского тем, что в якутском слове «мар» две гласные буквы, в отличие от эвенкийского, где только одна гласная. В якутском слове слово «мар» обозначает открытую поляну посреди леса. Ну и вот в этом есть похожесть. Да? Марха. Есть такая река в Нюрбинском Улусе. Есть пригород около Якутска. Есть деревня в Алюкминском Улусе. Также есть речки под именем Мархара, которые тоже очевидно происходят от этого слова «марха». Ну, ясно, что происхождение этого слова предполагается, что от этого слова, именно от кустарника, да, эвенкийского кустарника. Потому что эвенкийской топонимики в Якутии очень много, наряду с якутским. Ведь они здесь жили повсеместно и, соответственно, обозначали места, где они жили. Река Марха, которая протекает в Нюрбинском Улусе, разделяя территорию Улуса надвое. Возможно, именем этой реки был назван Улус в 1824 году, когда он создавался. Улус был назван Мархинский. И интересно то, что от слова «мар», эвенкийского «мар», которое обозначает кустарник, также обозначает местность, которая поросла карликовыми березами. Но карликовых берез в Нюрбе, конечно, нету. Вот это интересно, да? Потом есть пригород города Якутска, село Марха, где тоже карликовых берез не наблюдается. Вот эта местность, предположительно, есть такое предположение, что оно было названо по имени старшего сына цыгана, Марха, который там жил. Но я больше склоняюсь к версии термина, эвенкийского термина, обозначающего кустарник. Ведь эвенки жили здесь, в Якутии, повсюду, в древности. Населяли они также и долину Туймады когда-то. Об этом есть в преданиях, очень много преданий, что они здесь жили. И иногда воевали с людьми Тыгына, который тоже здесь жил. А у вас какие будут комментарии по этому поводу? Это очень интересно. Давайте порассуждаем об этом.